В этом году Казахстан отмечает столетие славной дочери казахского народа, советской, казахской, оперной и эстрадной певицы, народной артистки СССР, народной артистки Республики Казахстан, народного героя Казахстана Халық Кахарманы Розы Тажибаевны Баглановой. Родилась она 1 января 1922 года в Казалинске Кызылординской области. Происходит из рода Жағалбайлы племени Жетыру младшего Жуза. После школы в 1939-1941 годах училась в Кызылординском педагогическом институте. После смерти отца, когда семье стало трудно, поступила в Ташкентский текстильный институт, так как там обеспечивали жильем в общежитии, бесплатным питанием и можно было подрабатывать ткачихой. В Ташкенте ее пение случайно услышал солист Ташкентского оперного театра и одновременно директор филармонии Кари Якупов. С 1941 года работала в Самарканде в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской СССР Узбекской филармонии. Летом 1941 года получила направление в Московскую консерваторию, но началась война, и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом. Она пела песни и частушки из репертуара Лидии Руслановой, в том числе и песня «Ах, Самара, городок». По воспоминаниям ее самой, эту песню она впервые услышала на одном из фронтовых концертов в исполнении Руслановой, после чего начала исполнять ее сама. Самой Лидии Руслановой исполнение «Розы» очень понравилось, и она фактически подарила начинающей казахской певице эту песню, ставшую ее визитной карточкой. 9 мая 1945 года принимала участие в победном концерте в Берлине. После войны вернулась на большую сцену, став одной из самых известных певиц, пользовавшихся популярностью в Советском Союзе. Стала первой казахской певицей, получившей широкое и всенародное признание в СССР. В 1947-1949 годах работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая. А в 1949-1960 годах в Республиканской филармонии имени Джамбула. В 1960 году стала ведущим мастером сцены Казахского государственного концертного объединения «Казах-концерт». В ее репертуаре произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов. 12 апреля 1961 года во время полета Юрия Гагарина вокруг Земли коротковолновая станция «Весна» в Алма-Ате, осуществлявшая коммуникацию с кораблем «Восток-1», транслировала песни Баглановой в течение 10 минут. Снялась в советско-венгерском документальном фильме «Юность мира» в 1949 году. Гастролировала за рубежом в таких странах, как Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и другие. Роза Багланова – национальный символ целой эпохи. Стояла на одной сцене с Вертинским, Улановой, Плесецкой, Ильинским, Райкиным, великими Рихтером и Шафраном. Была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями – Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном. Дважды гостила у Джавахарлала Неру и Индиры Ганди. Внесла большой вклад в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана. «Маленькая казашка» – так ее называли деятели культуры Советского Союза. В 2007 году в издательстве «Атамура»
Вышла автобиографическая ее книга «Айналайын халқымнан еркелеткен, благодарна народу моему за ласку ко мне». Скончалась 8 февраля 2011 года в городе Алма-Ате после обширного инфаркта. Накануне 7 февраля она была награждена главой государства Нурсултаном Назарбаевым президентской стипендией Фонда поддержки культуры, образования и социальных программ. За свою большую творческую жизнь получила всеобщее народное признание. Имя певицы включено в первый выпуск о женщинах мира англо-американской энциклопедии «Кто есть кто». Студия «Казахфильм» имени Шакена Айманова сняла о певице документальный фильм «Наша Роза», который рассказывает о большом творческом пути артистки. В 2011 году вышел документальный фильм об артистке «Ах, Самара, городок» кинокомпании MG Production, режиссер Костаубаев. Роза Багланова была награждена и имела звание «Народный герой Казахстана Халық Кахарманы», присужденное в 1996 году, народной артистки Казахской ССР в 1955 году, народной артистки СССР в 1967 году, народной артистки Кыргызстана в 1996 году за большие заслуги и укрепление братских отношений между казахским и кыргызским народами и значительный вклад во взаимное развитие и обогащение национальных культур. Орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, орденом ОТАН. Медаль за боевые заслуги в 1945 году вручал ей сам маршал Конев. Медаль за трудовую доблесть, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вручал в Варшаве маршал Рокоссовский. Медали Шапагат, Астана, медаль 10 лет независимости Республики Казахстан и много-много других наград. Шақты